Так, а где море? А, вот он, отель. Море. Я думаю, что за море? Да. Так, папа выходит. Заходим. Здравствуйте еще раз. И вот тут рядышком расположена уже столовая. Так вот спускаешься. И посмотрим, изменилась она, нет. Ягодки. А вот тут уже набережная. Вот она. Вот он, веревочный Аня парк. Когда ты помнишь, плакала, но держалась и прошла до конца. Это вот он и есть. Я хочу туда сходить. Сходим? Ого, сколько народу. Ой, столы также есть. Грибная лапша. А, еще там, да, что будет. Ну, мы сюда. Так, это вот я, скажем, дала еще салфеточки. А, Аня, у тебя-то там еще твое пюре. Там. Конечно. Последний город в Крыму, перед мостом. Правда, дорогу сделали. Что это такое вот эти? Люки сливные, что ли? Но. Да, сделали. Дырка. Дырки, да, сквозные? Не закрыли? Нифига еще не Ничего себе! Да, Что, до полностью всё. крепости? Наконец-то! А что там пишет? Типа, да нет, мы сделали, вот следующий день. Боже ты мой! Еще в прошлом году не было. Вон далеко, черный асфальт, да. Надеюсь, он высох. А, эти нет, видишь, эти столбиков или это отливные, не пойму. Там дядечка идет посреди дороги. Ой, рядышком. Море, такой цвет красивый, лазурный. И корабли, все в кораблях вот. На горизонте. Господи, ничего себе он идет. В зеленых панталонах. Веселых. Там не ананасы были на них? Не ананасы Не нарисованы? рассматривали. Вот он. Мост. Крымский мост. Крымский мост. На большую землю. А мы приехали. В рюкзачок синий. Синий рюкзачок. Так. Воду взяли, Да. Почему-то у меня Теплые ощущение, вещи как взяли. будто бы. А мы с экскурсией? Ну, тут она каждый час должна. Ой, посмотрим во сколько. Что-то ничего не написано. Продаем на 14:30. да? Свой телефон берешь? Форта. Да. Да. А сколько заходит? Полтора часа. 14:30. Я нет. Любители мороженого. А там что-то вот внизу, смотрю, у подножья очень много машин. Почему много? А вот коса. Вот у них самые лучшие пляжи. Это вот Близко. мы сейчас после
крепости и поедем на те пляжи. Вот мост. Да, это уже мост. Вот они, арочки, даже все видно. А я хочу, знаете, по этой... Это что за две акулы там торчат? Не знаю, мне кажется, вот тут встречное хозяйство разводят, потому что вот эти веточки стоят. А хочу посмотреть, что там. Ой. Ну-ка. Оп, 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 оп. О. Ждем. Экскурсия начнется через, ну, уже через 8 минут. Вот, по тропиночке. Поедаем мороженое. Поедаем мороженое. А? Ну спроси, куда выкинуть можно. Не с собой же будешь. Снимаешь же. Ну что, добрый день, мы рады приветствовать вас на территории. А вот напротив теперь лежит у вас за спиной, находится внешняя стена рва контрастартная. Она выложена камнем и внутри. Заходим в ров. Ой, нет, вот это ров, а заходим мы. Вот это все ров. Заходим мы. Вау. Ой, это у меня, да, включился автомат? Вау. Ой, ой, извините. Вау, мы вниз идем. Как в лифте. Я теперь вас прошу, пожалуйста, встаньте вдоль стен, нам будет всем хорошо видно и слышно. И опять направо. Но они, если услышали, что там с другой И стороны опять идет направо. подкоп. А тут что было? Ну, это И вот. мы с вами вновь вернулись в контр-эскарпный коридор. Мы с вами вновь идем по контр-эскарпу, протяженность которого 1,5 километра. Не было света, это сейчас современно все. Наши факелы были, поджигали же. Записывай карточку. О. Вау. Потеряться можем. Пеладуара, встречающий нас впереди. И вот так 1,5 километра до самого моря. Вот такой вот коридор. Крепость строится из местного камня ракушечника. В окрестностях Керчи большие залежи такого камня. У нас есть знаменитый Аджимушкайский. Ой, первоначально они были Нормально. метр 85. А, ну я тоже в полный рост иду. Вов, ты можешь попробовать, это как бы обман. Конечно. Да, я говорю.
Папа, у тебя там еще много. Много-много места у тебя, да, над головой? Это мы идем в куриную лапку. Ой, интересно. А, вот она, куриная лапка. А, они такие коротенькие, да? Вообще даже отвлеку. Держите потолок. Даш. Буду стоять. С правой стороны мы с вами видим либо замурованные, либо открытые, но не предназначенные для посещения контрмирные галереи. Там кого-то мы пугали, что сейчас заложим, да? Так вот обратите внимание, насколько там неприятно, если нет света. Какая там темнота, только что посетили. Только не оборудовано, там отсутствует свет. Пойдемте. Провырено на украинском. Нет, здесь не проверено, из-за этого пока замуровано. 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 Даже краской покрасили, тут раньше жили. Советский период. Советский период. Какие-то комнатки. Ну что, дорогие друзья, мы вновь с вами оказались. Вначале строились постройки, а потом уже все засыпалось землей. Ну, камнями, потом землей. То есть все искусственные холмы. Ствольные орудия, а затем уже перешли к нарезным. Причем обратите внимание, на территории крепости была построена обливочная мастерская. Ядра, даже первые снаряды отбивались стальная группа. У нас прошла реконструкция, именно так сегодня, как и в 19 веке, выглядит северная часть, северные въездные ворота. К сожалению, дороги там пока нет, поэтому показать нашим гостям мы эту часть времени. Часовня Стельковского, одна из первых градоначальников города, который внес большой вклад в развитие Керчи. Ниже музей древности и полностью пылающий центр. Ну, нам всем хорошо известно, что во время военных действий, чем меньше человек оказывается на территории. Здесь водопровод еще. Самая большая цистерна, 1 миллион кубометров воды вмещала. Поэтому на территории крепости, подземных и полуподземных, 40-х было построено более чем на 60 тысяч кубов движения. Для чего Личного этот состава. В тыльной части в потолке вы опять гасила взрывную волну и также не давала пороху отсеривать. В некоторых местах 70 сантиметров, а в некоторых достигает 1,5 метра. И стены тоже необходимо проветривать. И система вентиляции с этим еще. А, у меня это. У меня автоматом включается. Расстояние. Еще и поворачиваем. Ничего себе, фонарь какой яркий. Где? Ну, я его, кстати, и не хочу включать, он автоматом включается. Снимаешь. Да. Ой, тут что такое? А, это вентиляционная шахта, что ли? Вот туда, видишь, вниз еще и... А там дырка. Где там? Над головой вентиляционный колодец, а в стенах, вот вы одну прошли, это в следующее. Вентиляционные каналы, проветривающие наши стены. А, ну Система приточная, вытяжная. Вот мы, да, я подумали. Ой, опять поворот. Птица счастья. Вон на дереве, на макушке. Попугай, Аня. Птицы называются сизоборонки. Живут они в устье реки Нил. Проводят там большую часть времени. Но в середине мая они прилетают к нам. Все, полетела. Видели? Да. В середине мая они прилетают к нам, создают семьи, находят себе пары, выводят птенцов. Лишь в середине
августа улетают назад в Африку. Обалдеть. Вот птицы счастья даже смогли увидеть. О, Крымский мост. Так пахнет этим медом каким-то, да? Ароматом. Это ворота сегодня называют Царская арка. Но в 19 веке это были южные проездные арочные ворота ретраншемента. За ними находится ретраншемент. Территория, занимающая самую высокую. Тут кто служил раньше, они выбивали свои фамилии, имена, даты, когда они служили. В советские времена крепость — это крепость клад. Здесь хранится весь боеприпас армии тех Ой, Зайдя вовнутрь, первое, что мы с вами встречаем, вот эту нишу. Здесь стоял дневальный, он контролировал эту часть коридора. Когда будем выходить с противоположной стороны, мы уже в углу, мы где-то попадала вовнутрь нашего каземата. Мы с вами на территорию ретраншемента попали через две Саша. А вот почти в крепости. Хотя в 2002 году военные вышли из крепости, но маленький кусочек они оставили за собой. Как 160 лет назад выполняют главную задачу. Аня, ты что делаешь такое? Вот эти вот столбы в виде торчат. Это Они советский период, смотрите, вся крепость делилась на разные воинские части. И вот это между ними была разграничена таким образом территория. Знаете. Поднимаемся на самую высокую, а вот может сюда на точку Керчи. Вова, подожди. Идем. Ну что же там, ну что же там?
такой неприметный, да? Еще и эти тропинки, эти ступеньки выложены. Опять выкопали ступеньки. Оп, оп. Ой! А, что, Анютка тоже через боковушки попадает, да? Поскошенный. Ой, какой цветочек. Вот не знаю его название, но мне он давно приглянулся. Ой, опять куда-то заходим. В этом месте у нас ворота располагались, видим, одну из петель. А с этой стороны у нас Ворота были. Петля у нас осталась. О, какая кладка современная. Представляете, вот это все холмы, вот это все искусственное. Ну да. Все насыпали. Ну, обалдеть. Вот эта территория, правда, огромная. А мы знать не знали, да? Едем, да и едем в Керчь. Теперь мы многое что знаем. Не зря мы сюда на 3-й год только попали. Я говорю, с 3-го раза только смогли попасть. С 3-го года. Мальвочки. Опять какие-то мы вышли сооружения. точно варят кашу, пекут хлеб, примерно 2500 булок. Под кухнями находилась цистерна с водой. Вода в крепости рассчитана на полгода осады. Четверть ведра чистой питьевой воды на одного человека в сутки. Это примерно 3 литра. Сегодняшняя норма даже сверх норма. Правильно, сегодня у нас 2, а тогда вот им полагалось 3 сутки. Помимо цистерн, о которых я вам рассказывала, также воду брали на передовых укреплениях. Там было 2 больших конкатных водоема. И у моря находилось 3 колодца. Вода была солоновата, но крепость имела автостаницы, которые приводили воду в нужное состояние. Тебе покажу, где точка будет. Они смотрят там на эти растения, эти крючочками, как черви. Говорит, я боюсь, что это те. Почему? Они как черви настоящие. Какие? Черви как настоящие. Растение такое. Обратите внимание, часть, по которой вы сейчас идете, в советский период это склад с боеприпасами. В этом месте стояла стена, и в этой части жили заключенные дисциплинарного батальона, а здесь склад. Ой, даже плиткой, мозаикой выложено. Кафель это советский период дисциплинарного батальона КЧФ, Краснознаменный Черноморский флот. Там находится Марбуки, состоит из 2 казематированных помещений. Дверей не было, это уже мы поставили двери. Рядом 2 одинаковых помещения, здесь 4 орудия, в соседних помещениях 4 орудия. 2 орудия стоят капусты, и напротив еще образуют завод. Туда еще 2. То есть получается... Здесь сидели заключенные. Они должны были сделать 8 камней в день. 8 камней за день вручную выбить это достаточно сложно. Сегодня не сделал, приходит на завтра, Интересно, Ань, понравилось? Еще она не понимала, как это все. Вот такие гениальные инженеры. Вот это одно здание, сколько лет вообще? Она сказала, 12 миллионов было потрачено на строительство этой крепости. И по тем временам это очень-очень много.
Илья, тебе понравилось? Что тебе всех больше запомнилось? Нет, конкретно, что больше, а? Туннели. Тебя, Аня, что Мне впечатлило? понравилось, и мне больше всего запомнилось вот эти комнаты, что там более 40 человек было. В одной комнате я живу. А, каземат называется, Да. да. И то, что есть я уже забыла, как называется, но я помню. Но я не помню. Ну, блин. Что именно? В общем, сидели люди в темноте, и когда ты ничего не видишь, у тебя обостряется слух, и ты слышишь там, если... А, в куриных лапках Да, сидели где? другой... Слухачи назывались они. Нет, это по-другому называется. Понятно. Ладно, едем на пляж. Там, если с другой стороны начинают копать, то закладывают бомбу, и она взрывается. Да. А, эти. Бомба... Антиминеры, что-то такое. вообще. Что минные туннели. Это антиминные. Да, и в каждой из них сидели слухачи, слушали, если какая-то опасность, и они сидели в полной темноте, потому что когда полная темнота, то у тебя раскрывается потенциал, Обостряется слух. да, обостряется слух. Ничего не подумала, что куриная лавка, это там отдельно, где курят. Да, я думала, курят, куриная лапка. Нет, там такое просто. Ой, стройка. Идем на пляж в Керчи.